В дружной колонии старейшего в России мотоклуба «Ночные волки» вместе с участниками пробега руководитель администрации главы правительства Республики Магомед Даудов и помощник главы по силовому блоку Даниил Мартынов. На аллее славы они возложили цветы к обелиску первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. После для байкеров провели небольшую экскурсию в музее. В первую очередь им показали рабочий кабинет первого президента Чеченской Республики, воссозданный до мелочей. Настенные часы показывают трагическое время, когда оборвалась жизнь национального лидера. Здесь же личные вещи Ахмата Хаджи Кадырова и фотовыставка смогли посетить любители мотоспорта и художественную галерею. Эти недолгие минуты пребывания в мемориальном комплексе рассказали гостям много нового, как о легендарной личности, так и в целом о республике. У нас была встреча с Рамзаном Ахматовичем, мы познакомились со многими людьми, благодаря которым Грозный и Чечня представляют и сегодня цветущую республику из себя. Мы увидели это не только, как мы могли видеть это по газетным статьям, и еще мы увидели сам дух этих людей, мы переняли его, и я могу сказать, что я заново открыл для себя Кавказ, увидев этих людей. У меня и не только у меня колоссальное впечатление от Кавказа и в особенности от Чечни. Оставив запись в книге отзывов почетных гостей, «Ночные волки» продолжают свой путь. Прокатившись по центральным улицам столицы, колонна останавливается у мемориала памяти павших в борьбе с терроризмом, чтобы также почтить память героев. Этот визит стал еще одним поводом вспомнить подвиги погибших героев, благодаря которым Чеченская Республика стала символом возрождения. Бывший президент Ингушетии, дядя, рассказывал, что они обсуждали после военных Грозного, смотрели и говорили, ну, лет через 50 может быть такой город, который был раньше. Не прошло 5 лет, и не только что как раньше, намного раз лучше стало быть. Это все да нет, благодаря... тут слов нет, просто реально вот слов нету, потому что кажется, что это какой-то просто, знаешь, примеров таких я не помню, вот я не знаю из истории, чтобы вот из новейшей особенно истории, там, чтобы были подобные примеры восстановления. Руководитель администрации главы правительства Чечни Магомед Даудов в память о республике преподнес лидеру мотоклуба Александру Хирургу символичный подарок. Картина «Ночной волк» – это работа нескольких мастеров. Написана она с использованием алмазной пыли. Сегодня мотоклуб «Ночные волки» известен во всем мире. Он проводит байк-фестивали с выступлением знаменитых рок-групп, принимает участие в мотопробегах и гонках даже за рубежом. Стартовавший в Черкесский мотопробег посвящен столетию легендарного подразделения российской армии «Дикой дивизии», сформированного в первые дни Первой мировой войны. Их маршрут проходит по городам Северного Кавказа. Проехались байкеры по улицам Аргуна и Гудермеса. Такая акция призвана показать гражданам России одну из страниц истории великой державы, а также улучшить имидж республик Северного Кавказа. Мероприятие было запланировано уже очень давно, и я очень рад, что это свершилось, событие это свершилось. Это событие носит цель. Это, конечно же, мы показываем людям то, что Россия – это многонациональное государство, но мы все едины. В честь участников пробега глава республики Рамзан Кадыров дал торжественный ужин. Для гостей подготовлена обширная культурная программа с участием звезд чеченской эстрады. Лидер клуба Александр Залдастанов выразил искреннюю благодарность главе республики за радушие и теплый прием. Вот не хватит никаких слов, чтобы сказать, передать сейчас те эмоции, которые мы сейчас испытываем. Такой дружественный мотопробег по республике Кавказа. Безусловно, сейчас то, что те впечатления, которые мы везем отсюда, из Грозного, они остаются, сохранятся у нас у всех в памяти. Сильнейшее для меня впечатление оказало именно посещение Грозного. Здесь все ощущение фантастики. Какой-то, знаешь, смотришь, ходишь, а вот видишь все это, смотришь налево, направо и понимаешь, что этого не может быть. Этого быть не может. Но это есть. Сегодня побывали в музее, посмотрели, там, где работал отец Рамзана, на первого героя России, который действительно сумел воссоединить страну, сумел остановиться с коня в пропасть. А тот скачок, который республика совершила вперед, он действительно находится за гранью этой реальности. Это невозможно в это поверить. Не будет тут сильного лидера, не будет тут человека, который сумел это все сделать, заставить поверить в будущее. Вот, Рамзан, я хотел бы обратиться к тебе. Я хочу, чтобы, знаешь, пожелать России таких лидеров,
таких глав республик, таких граждан, как ты. Я это говорю совершенно искренне, без всякой лести, просто именно по своему опыту, и потому что я увидел, и то, что я почувствовал. Вот. Разрешите поблагодарить от всей России. Ура! 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 В свою очередь, глава республики также поблагодарил ночных волков. Рамзан Кадыров отметил, что подобные акции имеют огромное значение на пути возрождения духовных ценностей всех народов Великой России. Нам приятно и даже больше, чем приятно, что вы здесь. Мы с Сашей познакомились недавно, подружились, у нас братские отношения. Почему у нас братские отношения? Потому что наш хирург, действительно хирург, если где-то нужна помощь для России, он быстро уезжает, быстро отзывается, быстро решает вопрос и думает, что, как, где будут думать. И это действительно дорого стоит, и такие люди нам сегодня крайне необходимы и готовы решать интерес нашего государства даже лучше, чем либо другой человек, который решал, кто будет защищать, потому что мы любим свою родину, нашу великую Россию, и мы это доказываем и будем доказывать, если надо, и жизнь отдадим, потому что нам без России никуда, это наша родина, потому что мой отец и с ним еще тысячи ребят отдали свою самую ценную жизнь за то, что Россия была мир, стабильность и процветание. И сегодняшняя ситуация, в которой мы находимся, это тоже война. Война экономическая, война политическая. Благодаря нашему национальному лидеру, нашему президенту, верховному главнокомандующему, мы стоим на ногах, мы отстоим честь, достоинство, независимость, суверенитет нашего государства, потому что он великий человек, такого еще нету, я не думаю, что не будет среди пятых глав государств, и с ним нам не страшно, и за ним пойти это одно удовольствие. Я уверен, что такие, как сегодняшние мероприятия, возрождение, как сказать, духовных ценностей российского народа, Россия это многонациональная страна, поэтому вы, несмотря на какие там национальные признаки, на религиозные признаки, вы себя объединяете, вы уезжаете, действительно показываете пример, как должен вести себя, каким должен быть патриот России. Это дорого стоит. Я вас еще раз приветствую и хочу от всего чеченского руководства лично помнить вас за то, что вы приняли такое решение, за то, что вы приехали в республику, посетили. Я думаю, что в следующем году мы вас больше пригласим на такое мероприятие. Тогда у нас будет много байкеров, мы не занимались этим. Я вчера уже получил, где у нас есть ваш филиал, у нас есть ребята, которые хотят быть в вашем клубе. Россия это такая страна и такой народ единый, как кулак. И нас не сломит, мы будем идти вперед, наша Россия. Здесь же гости показали фильм о байк-шоу, которое проходило в Севастополе в 2012 году, тем самым выражая благодарность Рамзану Кадырову за решительную поддержку жителям Крыма. Также здесь стало известно, что в Грозном появилось отделение ночных волков, и всеобщим решением ветеранов клуба Рамзан Кадыров включен в его состав. В знак свидетельства главе вручили браслет клуба. Коллекция «Волчье сердце» делал специально. Эта вещь была со мной на всех наших мероприятиях, и в том байк-шоу в Севастополе, в Сталинграде. И я думаю, она пропитана духом патриотизма сотен тысяч людей. Спасибо большое. Спасибо. Фотографии на память и слова благодарности. Гости прощаются ненадолго. Действительно, большое спасибо вам, я реально говорю. Я давно ждал. Если что-то не так, приносим свои извинения. Я думаю, у нас уже ваш филиал будет, и вы будете часто приезжать. Уже вы будете приезжать. Я тоже форму себе найду. Столько ты для России сделал, понимаешь? Это все мы видим, и все это самое. Это здесь исключительный случай. Перед отъездом гостей Рамзан Кадыров вручил памятные подарки членам клуба. Вот у нас такие памятные от главы Чеченской республики часы и конкретно память была. Спасибо.
На этом визит ночных волков в столицу Чечни заканчивается. Впереди еще долгая дорога. Маршрут мотопробега из Грозного лежит в соседний Дагестан. Оттуда уже в столицу России. Алхазыр Керимов, Адам Чекуев, Юнадий Шалаев, Джамал Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.